Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Дубеевка Черкасской области уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения воздушных сил Украины. На Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден поселок Майорск. На Купянском направлении противник силами двух ротных тактических групп, усиленных националистами, дважды безуспешно предпринимал попытки атаковать подразделения российских войск в направлении населенного пункта Новоселовская Луганской Народной Республики. В результате ударов артиллерии и армейской авиации украинские подразделения понесли большие потери и отброшены на исходные позиции. Кроме того, в результате огневого поражения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины сорваны попытки наступления двух ротных тактических групп противника в направлениях населенных пунктов Владимировка и Змеевка Луганской Народной Республики. Общие потери противника на Купянском направлении за сутки составили до 110 военнослужащих, 2 танка, 4 боевых бронированных машины и 6 автомобилей. На Краснолиманском направлении активными действиями российских войск отражены 2 атаки Вооруженных сил Украины силами доротной тактической группы в направлении населенного пункта Макеевка Луганской Народной Республики. Ударами артиллерии и авиации ВКС России противник был остановлен в 2 километрах от переднего края обороны наших войск и, понеся потери, отброшен к исходному рубежу. Также в результате нанесения сосредоточенного огневого поражения пресечена атака подразделений Вооруженных сил Украины в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики. В районе населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики украинские войска силами доротной тактической группы, усиленной формированием иностранных наемников, предприняли безуспешную попытку атаковать позиции российских войск одновременно с 3 направлений. Сосредоточенным огнем российских войск подразделения противника были вытеснены на минное поле и, понеся потери, рассеяны. Потери противника составили свыше 70 украинских военнослужащих и боевиков, 1 танк, 3 боевые бронированные машины и 2 автомобиля. На южнодонецком направлении Вооруженные силы Украины контратаками в районах населенных пунктов Павловка и Никольская Донецкой Народной Республики безуспешно пытались остановить продвижение российских войск и восстановить утраченные позиции. Ударами артиллерии и решительными действиями российских штурмовых групп все контратаки отражены. Противник рассеян. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, 1 бронетранспортер, 2 автомобиля с боеприпасами и 3 пикапа. Оперативно-тактической армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 183 районах. В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США. В районе населенного пункта Новотроицкая Донецкой Народной Республики уничтожен радиолокатор украинского зенитно-ракетного комплекса С-300. В ходе контрбатарейной борьбы в районе города Запорожье уничтожены 3 артиллерийские системы М777 производства США, а также до 30 иностранных инструкторов и наемников, входивших в состав артиллерийских расчетов. Оперативно-тактическая авиация ВКС России в районе населенного пункта Песчаная Днепропетровской области сбит в воздухе вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 6 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Каменка Харьковской области, Новокрастянка, Нижняя Дуванка, Куземовка Луганской Народной Республики, Благовещенка и Павловка Донецкой Народной Республики. Кроме того, перехвачены 13 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе 10 реактивных снарядов «Хаймерс» в районах населенных пунктов Чаплинка Херсонской области, Житловка Луганской Народной Республики, а также 3 реактивных снаряда «Альха» в районах населенных пунктов Стаханов Луганской Народной Республики и Чаплинка Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 333 самолета, 176 вертолетов, 2498 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6569 танков и других боевых бронированных машин, 887 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3577 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7202 единицы специальной военной автомобильной техники.